Доброе утро, дорогие коллеги! Рада вас приветствовать, участников нашего межрегионального онлайн-семинара «Консервация документов, технологии и творчества» Национальной библиотеки Чувашской Республики. И всех подключившихся к нам слушателей. Чтобы не терять время, сразу передадим слово первому нашему участнику. Единственное, я хочу предупредить, напомнить, что сначала через 40 минут, а потом через каждые 35 минут будут переподключения. Не уходите, 5-минутные перерывы, оставайтесь с нами, особенно это касается тех, кто подключился слушателей. И вот слово предоставляем Соломатиной Ольге Анатольевне, начальнику отдела комплексных проектов по сохранности управления и обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить в этой аудитории. Очень приятно, я вижу много знакомых лиц. Сегодняшний мой рассказ, сейчас я попытаюсь подключить секунду, простите, демонстрация экрана. Так, видно? Да, видно. Замечательно, спасибо большое. Сегодня я расскажу об итогах всероссийского мониторинга состояния сохранности библиотечных фондов и о проектировании деятельности по сохранению библиотечных фондов Российской Федерации на 21-30 годы. То есть это та деятельность, которой мы занимались в Российской государственной библиотеке практически с марта этого года. Что такое всероссийский мониторинг сохранности библиотечных фондов? Я думаю, каждый здесь присутствующий прекрасно знает, потому что все вы в нем участвовали. И, пользуясь, собственно говоря, случаем, хочу поблагодарить всех, кто не только принял в нем участие, но и, собственно говоря, помог достичь тех целей, которые мы перед ним ставили. А цель у нас была оценить текущее состояние библиотечных фондов Российской Федерации, существующие условия хранения документов в книгохранилищах, степень оснащенности библиотек необходимым консервационным оборудованием и квалифицированными кадрами. По итогам, по результатам проведенного исследования мы разработчикам третьего этапа программы сохранения библиотечных фондов должны были предоставить информацию о тех необходимых мерах, которые привели бы к изменению существующей ситуации. Ну, когда мы говорим о мониторинге, конечно, нельзя сказать об уникальности проведенного исследования, потому что впервые была предпринята попытка масштабного исследования состояния Национального библиотечного фонда. Подобных исследований ни в одной стране мира не проводилось. И, ну, наверное, стоит похвастаться, действительно была разработана уникальная методика оценки состояния сохранности библиотечных фондов с точки зрения необходимого консервационного вмешательства. Здесь присутствует у нас Сафронов из Нижнего Новгорода. Спасибо вам большое. Это библиотека, которая принимала одно из активнейших участий в разработке этой методики. В результате мы получили количественные показатели, позволяющие спланировать консервационные мероприятия как в масштабах одной библиотеки, так и в масштабах всей страны. Состав участников. В проекте приняло участие 252 центральные библиотеки из 85 субъектов Российской Федерации. В том числе универсальные, детские, юношеские, молодежные, детско-юношеские, специальные. Из них 2 национальные. Это Российская государственная и Российская национальная библиотеки. 10 федеральных и 240 региональных, включая библиотеки структурных подразделений организаций. Обследовано 283 миллиона 761 тысяча 177 единиц хранения. Это общий объем исследованного документного фонда на физических носителях. Согласно принятой нами методике, документы были поделены на 3 категории с точки зрения особенностей консервационной деятельности. То есть документы первой категории – это редкие документы до 1830 года. Документы второй категории – редкие документы уже после 1830 года. И документы третьей категории – это остальной документный фонд, за вычетом первой и второй категории. Переходим, собственно говоря, к
статистики. Что мы получили? Мы получили структуру фонда. Вы видите соотношение документов первой, второй, третьей категории. И первое, что нам бросается в глаза, что, собственно говоря, редкий фонд, это первая и вторая категория, это всего 14% от исследуемого фонда. Но, собственно, эти 14% и являются предметом нашего самого пристального внимания с точки зрения его сохранения. Если мы посмотрим на фонды по типам библиотек, то, естественно, самое большое число, больше половины фонда, размещены в региональных библиотеках. Но при этом почти половина от этой же суммы в мегахранилищах в национальных библиотеках, российской национальной и российской государственной. Собственно, это и привело к тому, что мы предполагаем, что если мониторинг мы будем продлевать и дальше, на следующие года, то национальной библиотеке, конечно, придется исследовать немножечко по другой методике. То есть мы будем ее менять. Если мы с вами посмотрим и сопоставим структуры фондов в библиотеках разного типа, то обратим внимание, что половина от общего фонда документов первой и второй категории, около 20 миллионов единиц хранения, сосредоточена в фондах двух национальных библиотек. При этом на долю региональных библиотек приходится больше 12 миллионов документов первой и второй категории. И абсолютное большинство документов третьей категории находится в фондах. Собственно, самая важная часть – это анализ состояния библиотечных фондов по необходимости консервационного вмешательства. Для определения количества документов, нуждающихся в том или ином виде консервационного вмешательства, проектным офисом были разработаны специальные алгоритмы и критерии отнесения документа к красной, желтой или зеленой зоне. Что это такое красная, желтая или зеленая зона? Красная зона – это документ требует немедленного вмешательства. Желтая зона – документу вмешательства требуется в среднесрочной перспективе. И зеленая зона – это значит, документ находится в хорошем физическом состоянии, и в ближайшее время вмешательства ему не требуется. Всего мы выделили 6 видов консервационного вмешательства, по которому мы оценивали состояние фонда. Это реставрация, нейтрализация кислотности, нейтрализация избыточной кислотности основы бумажных документов, дезинфекция, массовый библиотечный переплет, фазовая консервация и инкапсулирование. Для каждой из категорий предусмотрен свой набор необходимых мер. Здесь мы с вами видим результаты по документам первой категории. Мы видим, что на представленном слайде, что документам первой категории в ближайшей среднесрочной перспективе необходимы прежде всего реставрационные мероприятия и фазовая консервация. Здесь мы указали защитные контейнеры. Сюда мы сложили фактически показатели и по инкапсулированию, и по фазовой консервации. Документам второй категории, как вы видите, требуется реставрация и нейтрализация избыточной кислотности бумажной основы. Ну а документом третьей категории, абсолютный рекордсмен, это нейтрализация кислотности, избыточной кислотности бумажной основы документа. С точки зрения потребностей библиотек разных типов. Если мы посмотрим на потребности национальных библиотек, то они в основном, конечно же, испытывают потребности в реставрации документов редкого фонда. Около 4,5 миллионов единиц хранения, простите, ради бога, да, около 4,5 миллионов единиц хранения требуется реставрация документов. Нейтрализация кислотности основы бумажных документов также требуется, и, соответственно, массовый библиотечный переплет. Федеральные библиотеки, здесь вы видите абсолютное большинство, опять же, это нейтрализация кислотности, массовый переплет, но и реставрация тоже, в общем-то, не на последнем месте. В региональных библиотеках рекордсмена видно сразу. Нейтрализация избыточной кислотности бумажной основы. Понятно, массовый переплет, удивительно, что дезинфекция, ну и реставрация, собственно говоря, опять же, не на последнем месте. Более 12 миллионов редких документов, а если точнее, то 12 миллионов 424 тысячи 272 единицы хранения, сосредоточены в фондах
региональных библиотек России. И около 25%, то есть больше 3 миллионов из них, нуждаются в реставрации. Собственно говоря, это один из таких вот полученных результатов, на которые мы обратили внимание и в своих итогах рекомендовали какие-то вот изменения в существующую политику по сохранению фондов внести. Выводы по разделу мы фиксируем, я о них рассказала. Соответственно, и переходим к условиям хранения. Библиотеки, которые участвовали в исследовании, как мы видим, вот с левой стороны столбик, практически поровну поделились на две, почти равные группы. Те, кто размещен в отдельно стоящем специально приспособленном для этого здании, и те, кто, соответственно, размещен на первых этажах жилых домов. Понятно. Дальше уже мы переходим в правую часть слайда и видим, что больше половины всех книгохранилищ требуют капитального ремонта, и 2/3 книгохранилищ не оборудовано всеми необходимыми для создания условий хранения техническими средствами, согласно ГОСТ 750/2002. Посмотрим повнимательнее, кто же нам дает эту статистику по размещению на первых этажах жилых домов. Региональные библиотеки и федеральные библиотеки. Соответственно, капитальный ремонт, это у вас, вы видите, фиолетовый столбик, требуется книгохранилищем библиотек всех типов. Выделить какой-то один тип не получится. По размещению документов. Почти в 70% библиотек размещение не соответствует нормам. Больше 30% библиотек вынуждены хранить часть своего фонда в штабелях. Если мы посмотрим внимательно на проблемные точки с точки зрения размещения фондов разных типов, библиотек разных типов, то мы получим следующую картину. Здесь рассмотрим проблемный фонд, то есть тот фонд, который размещен с нарушениями. Мы увидим с вами, что почти 18 миллионов документов национальных библиотек хранятся не по ГОСТу. Соответственно, почти больше 3 миллионов заштабелировано. Ситуация по национальным библиотекам. Федеральные библиотеки. Около 70% фонда первой категории, примерно 15% фонда второй категории и около 30% фонда документов третьей категории хранятся не по ГОСТу. Почти 2 миллиона, 1 725 728 единиц хранения второй и третьей категории сложены в штабелях. И региональные библиотеки, что нам показывают? 25%, около 25% документов первой категории хранятся с нарушением требований ГОСТа. И если посчитать по всем категориям, то больше 16 миллионов единиц хранения хранятся в штабелях, заштабелированы. Ситуация, честно говоря, недопустима. А если уж мы перейдем к режиму хранения документов, то этот слайд, на мой взгляд, вообще самый удручающий. Посмотрите на эту диаграмму, и вы увидите, что абсолютное большинство библиотек на сегодняшний момент не может обеспечить нормы светового, санитарно-гигиенического и температурно-влажностного режима. Переходим к кадровому составу библиотек. Данные мониторинга показали, что всего в деятельности по консервации библиотечных фондов Российской Федерации из 252 библиотек обследованных всего 410 человек заняты. Из них 113 в национальных библиотеках, 43 в федеральных библиотеках и 254 человека работают в регионах. Причем, как вы понимаете, это касается всей деятельности по консервации. Если вы помните нашу анкету, что мы делаем вывод, что не больше 50 человек в регионах занимаются реставрацией. Если мы посмотрим на слайд профессиональной подготовки, опять же, мы видим, насколько отчетливо видна другая проблема. Низкая профессиональная подготовка сотрудников библиотек, причем всех типов, всех групп, включая национальные и федеральные библиотеки. Только около половины из них имеют высшее профессиональное профильное, причем профильное в основном это библиотечное образование. Примерно треть
имеют среднеспециальное профессиональное образование. Программ переподготовки специалистов в консервации в настоящее время не существует. Курсы повышения квалификации, профильные, реставрационные или по сохранению библиотечных фондов в течение последних 10 лет смогли пройти не более 30% работников. Мы просили указать только те курсы повышения квалификации, которые давали бы удостоверение установленного образца, то есть люди могли бы подтвердить свое образование. Так вот, за 10 лет не более 30%. Основная проблема национальных и федеральных библиотек, если мы посмотрим по структуре кадрового состава, нехватка опытных сотрудников, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет. То есть это вот та прослоечка, которая, собственно говоря, они уже накопили достаточно опыт практической работы и очень профессионально активные кадры, которые восприимчивы к нововведениям, готовы учиться. К сожалению, национальные и федеральные библиотеки имеют склонность к старению кадров. Более чем у 67% работников трудовой стаж более 20 лет. Ну, он более 20 лет, как мы видим, он включает, соответственно, из них более 35 лет, если вы посмотрите, то тоже увеличивается. Но зато в регионах сложилась очень интересная ситуация с нашей точки зрения, потому что число вот как раз опытных работников, как без стаж 10-20 лет, составляет примерно третью часть их работников, а половина составляет молодые кадры. То есть мы делаем вывод, что в последние годы наметился вектор на привлечение молодых сотрудников. И я считаю, что это отличная ситуация для развития, поэтому регионам стоит задуматься о том, как подготовить свои кадры. То есть проблема подготовки, системной подготовки кадров, я думаю, сейчас должны тоже выйти на первый план. Совсем немного поговорим об оснащенности техническими средствами для осуществления деятельности по сохранению библиотечных фондов. Посмотрим на оборудование для консервации и оборудование для реставрации документов. Если вы посмотрите на эту табличку, которую мы попытались свести, то, собственно, она нам покажет, что необходимым минимумом консервационного и реставрационного оборудования оснащены только национальные библиотеки. Но при этом, значит, федеральные и региональные библиотеки оснащены приблизительно на 1/5 часть от необходимого минимума, то есть 20% и 16% соответственно. Но если мы даже начнем оценивать возможности этого минимума, да, минимального набора ресурсов, которым обладают национальные библиотеки, то вот посмотрите две последние колоночки, получится, что с выявленным мониторингом пластом проблем национальные библиотеки справятся всего лишь за 1376 лет. Ну, собственно говоря, практически это менее 1% от необходимого оборудования, которое бы позволило решить существующие проблемы в реальные сроки. Таким образом, мы подошли к основным выявленным проблемам. Мы их выделили 5, конечно, их больше, но мы их сгруппировали и выявили вот именно таким образом, для того, чтобы была возможность принятия управленческого решения. Около 9 миллионов единиц хранения редких документов нуждаются в реставрации, из них 3 миллиона в регионах. При этом 80% библиотек не оснащены необходимым консервационным оборудованием. Проблема кадровая. Вторая проблема. Всего 410 человек непосредственно заняты в сфере консервации. Более 70% не имеют специального образования и не смогли повысить свою квалификацию за прошедшие 10 лет. Третья проблема – нейтрализация избыточной кислотности бумажной основы документов. Около 40 миллионов единиц хранения входит в руку риска. Четвертое. Около 26% документов от общего исследованного фонда нуждается в срочном консервационном вмешательстве. При этом около 5 миллионов единиц хранения в фазовой консервации. Ну и самая сложная проблема, на мой взгляд, что более чем в 70% библиотек зафиксировано несоответствие условий и режимов хранения нормам ГОСТа. Что мы предлагаем?
То есть это то решение, которое, предлагаемое Российской государственной библиотекой, которое поможет, может быть использовано в деятельности по проектированию наших следующих действий в программе по сохранению библиотечных фондов на ближайшие 10 лет. Первое – это открытие модельного реставрационного производственного комплекса на базе Российской государственной библиотеки. После этого через год начнется открытие модельных образцовых региональных центров реставрации. Ну, по образцу модельных библиотек мы назвали их модельными, потому что более-менее это на ходу, и понятно, что мы будем иметь в виду. То есть создается некая модель, некая основа, на что будет ориентироваться регион, и такие в меньшем формате модельные региональные реставрационные центры будут открываться в регионах. Обязательно нужно уделить внимание подготовке кадров реконструационной и прежде всего реставрационной деятельности. Спроектировать и построить федеральный центр массовой нейтрализации, осуществить ресурсное обеспечение консервационной деятельности, трансферты в регионы, совершенно однозначно. То есть каждая библиотека должна получить ежегодно средства на закупку материалов, необходимого оборудования, инструментов для ведения консервационной деятельности. Далее, мониторинг состояния сохранности библиотечных фондов и результатов выполнения программы. Это предложение у нас продолжить эту практику. То есть то первое исследование разведывательное, которое мы провели, о результатах которых я вам рассказала, они дадут нам возможность, если мы будем делать эти скрины, то есть мы будем ежегодно или, может быть, раз в 2 года, потому что ежегодно, наверное, все-таки это сложновато для нас, для всех. Я думаю, это покажет, в каком направлении мы движемся и решается ли что-то, или мы, в общем-то, где-то у нас получился застой. И обязательное внимание в новой программе нужно уделить научно-методической деятельности. По итогам всероссийского мониторинга проектируется ведомственная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. В какое время она будет принята, мы еще пока не знаем. По крайней мере, с начала года информация будет, я так предполагаю, более полной. В настоящее время мы эту программу пишем. Ну, у меня нет времени, честно говоря, рассказать о каждом из наших предложений, которые мы внесли в программу. Поэтому, с вашего разрешения, я просто перечислю эти кадры, пролистаю их. Если будут вопросы, вы всегда их мне можете задать. И контакты обязательно для связи я укажу. Наш сайт, пожалуйста, вы всегда можете найти там информацию и по мониторингу, и по проектной деятельности. Ага. Ну, соответственно, я, с вашего разрешения, перейду к следующему. Ага. И буквально несколько слов, с вашего разрешения, о второй части моего доклада. Это дополнительное профессиональное образование в области консервации документов Российской государственной библиотеки. Расскажу о реализованных уже проектах и наших планах. Наверное, не видно, да? Или видно? Прошу прощения. Не может кто-то дать обратную связь? Ага. Видно, хорошо, все видно. Ага, спасибо большое. Значит, самый наш известный курс, он очень старый, он очень давний и очень востребованный. Это основа реставрации документов и книжного переписка. 160-часовой курс, который у нас уже существует. Включены 2 блока: обучение реставрации переплета и классической листовой реставрации. Форма организации обучения: стажер прикрепляется к наставнику, и в классической форме, соответственно, стажер получает свое образование из рук в руки фактически.
В конце обучения проходит итоговые испытания и получает номерное удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Месяц, 8-часовой рабочий день, стажер находится в одном помещении, причем на производственной базе отдела реставрации библиотечных фондов. Естественно, его квалификация и работа с ним фактически это индивидуальная настройка. Но для тех, кто не обладает таким большим временем для обучения, у нас созданы и краткосрочные курсы повышения квалификации, которые, конечно же, уже не индивидуальные, они групповые, и включают в себя как лекционные, так и практические занятия. Продолжительность таких курсов от 16 часов. Самая популярная форма – это 20-часовые курсы, и каждый из этих курсов посвящен какому-то одному аспекту реставрационной деятельности. В настоящее время у нас самые востребованные – это 2 учебные программы: превентивная консервация документов и восполнение утрат руинированных документов. По прошлому году, насколько я помню, даже по превентивной консервации документов порядка 85 человек прошли обучение очно. Пару слов о выездных мастер-классах, семинарах и тренингах, которые проводят наши специалисты. Форма участия, каким образом это проводится, вы видите на экране. Единственное отличие, скажем так, от курсов очных на нашей территории, то, что мы не выдаем удостоверение установленного образца на выездных каких-то наших мероприятиях. Кроме того, наши специалисты проводят очные и заочные консультации, при необходимости выездные. Даже в наше тяжелое коронавирусное время Алексей Анатольевич Кащеев осенью, в начале осени, в сентябре выезжал в Екатеринбург, соответственно, для осуществления выездной консультации. Кроме того, программа этого года, я думаю, что здесь присутствующие знают, о чем я говорю, потому что многие представители библиотек отучились на этой программе повышения квалификации, которая называется «Реставрация библиотечных фондов». Продолжительность ее 80 часов, очная. Сделана она по поручению Министерства Российской Федерации. И эта образовательная программа состоит из 2 модулей, из 2 специализаций: реставрация переплетов или классическая листовая реставрация. То есть это модули по выбору. У нас обучилось 3 группы переплетчиков и 2 группы листовиков, специалистов по листовой реставрации. 16 часов всего теоретических и 60 часов практики. Безусловно, эта программа очень интересна с точки зрения приобретения практических знаний. И я думаю, что все, кто к нам приехал, мы обязательно проводили анкетирование, мы получили очень хорошие отзывы о программе. Мы предполагаем, что и в следующем году мы сможем осуществить обучение по этому направлению. Кроме того, если мы говорим о следующем году, о 2021, в Российской государственной библиотеке будет создан Центр непрерывного образования. И это уже речь идет о дистанционных курсах. Если до этого мы говорили с вами о очных образовательных продуктах, то здесь мы говорим о дистанционном обучении. И в следующем году будут доступны для специалистов региональных библиотек 3 программы: основа стабилизации документов, превентивная консервация документов и менеджмент консервации документов. Особенно прошу обратить внимание на последнюю программу. Это новинка, абсолютная новинка, и, конечно, предназначена она для руководителей секторов, отделов, центров реставрационных или консервационных, с тем, чтобы рассмотреть все аспекты деятельности руководителя. И помогут нам в этом не только специалисты Российской государственной библиотеки, но и приглашенные эксперты. Программа будет интересна. Собственно, как я обещала, мои контакты. Если есть какие-то вопросы по образованию, по мониторингу библиотечных фондов, по проектированию деятельности, пожалуйста, готова на них ответить в любой доступной вам форме. Спасибо большое. Спасибо огромное, Ольга Анатольевна. У нас подошла замдиректора по
научной работе наш куратор Марина Владимировна Андрюшкина и хочет поприветствовать всех участников нашего семинара. Вот тогда. Добрый день, уважаемые коллеги, Ольга Анатольевна. К сожалению, я не с самого начала слушала ваше выступление, но оно для меня было очень интересным, потому что в свое время я прошла переподготовку в Академии переподготовки работников культуры и искусства, двухгодичная программа у нас была, и как раз было направление по сохранности фондов. Ну, я хочу поприветствовать всех, вот, потому что говорить о значимости той проблемы, по поводу которой мы здесь собрались, тем, кто участвует в этом семинаре, не нужно. Все это знают эту важность и необходимость этой работы. Но сейчас мне было очень приятно, что это все возвращается, и поэтому наша идея проведения семинара по сохранности в разных регионах, эти регионы мы выбирали по участникам, которые приезжали к нам получать наш опыт, рассказывать о своем опыте. В этом году мы проводим, вот получилось вебинар на нашей базе, а в следующем году мы уже будем в другом регионе. Через год, 22 числа, будет следующий регион. Таким образом, мы хотим еще больше сплотиться и эту проблему каким-то образом решать, потому что проблемы у всех похожие, и нам необходимы те навыки, которые вы нам даете. И еще раз хочу поблагодарить вас лично, Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, которые организовывали стажировки по направлению сохранности фондов. Мы посмотрели те направления, которые будут в 2021 году, нам стало тоже интересно. Наверное, мы будем активно участвовать в этом, как и другие участники этого семинара. И чтобы много времени не занимать, наверное, я заканчиваю. Спасибо всем, кто подключился. Спасибо Ольге Анатольевне, что такое выступление для нас было содержательное, потому что мы все знаем, что такая программа разрабатывается, но впервые как для нас озвучена она вашими устами. Спасибо. У нас остается совсем немного времени до переподключения. У нас такое предложение переподключиться, наверное, да, Александр Николаевич, а Земфира Георгиевна выступит в самом конце, чтобы не теснить другие регионы. Остальное все будет по плану. Как вы на это смотрите? Есть какая-нибудь обратная связь? Смотрим коллеги, да. Потому что я смотрю на время, у нас остается 5 минут. Для выступления этого явно недостаточно. Может быть, кто-то вопросы хочет задать. Вот у меня, например, вопрос сразу. Николаева Татьяна Александровна, я заведующая Центром редкой книги и консервации документов, при котором и работает сектор консервации документов в нашей библиотеке. И создание, понятно, что сейчас только все в проекте, нас очень интересует это создание модельных региональных центров. Каким образом туда можно принять участие, или это все будет оговорено, и все будут условия, все это, наверное, будет разработано и показано. Я думаю, это не только нас интересует, но и Нижний Новгород, и Татарстан, и Мариэл. Мы все, как региональные библиотеки, да, чтобы можно было, может быть, включить в план даже работы, ну, какие-то... План командировок, да, вот Марина Владимировна подсказывает. В связи с этим. Я понимаю. Ну, смотрите, конечно же, перед тем, как пойти в воду, надо научиться плавать. Естественно, сначала мы подготовим всю методическую базу для того, чтобы мы могли это сделать в регионах безболезненно, быстро, грамотно и правильно. Вплоть до списка необходимого оборудования. Это все нужно подготовить, разработать. Этим будет заниматься Российская государственная библиотека в течение 2021 года, по крайней мере, по нашим планам, а как вот примет Министерство Российской Федерации, как это у нас все сложится в реалиях, мы посмотрим уже, наверное, в будущем году. Безусловно, всю нормативную методическую базу сначала нужно разработать. И заниматься этим будет федеральный, опять же, модельный. Видите, вот от этой приставки модельный, видимо, мы не скоро с вами избавимся. Ну, может быть, и не надо. По крайней мере, понятно людям, что это такое. Планируется, мы так правильно поняли, планируется в каждом регионе рано или поздно это сделать. То есть каждая региональная библиотека будет иметь такой центр или, ну, конечно, наверное, будет поэтапно,
То есть там, по 5-10, как обычно. Ну, смотрите, мы закладываем сейчас до 50 за все время существования программы, то есть за всю продолжительность программы, это 10 лет, до 50 открытых центров. Я не думаю, что их нужно больше. Это региональные центры. Безусловно, если регион захочет сам открыть какой-то свой дополнительный реставрационный центр, какой-то другой библиотеки, конечно же, никто ему не воспрепятствует. Мы даже, возможно, поделимся информацией, методиками и так далее. Пожалуйста, никаких проблем. Но наша задача, чтобы появилась сеть реставрационных центров, которые бы на одном уровне профессиональном работали в разных регионах, имели одну методическую базу, имели возможность создавать какие-то реставрационные советы совместные. Ну, собственно говоря, работали по единой, скажем так, технологии и понимали друг друга терминологически, методически, по всем аспектам реставрационной и конструкционной. Спасибо огромное за ответы. Я представлю вас. Юрий Анатольевич Сафронов, заведующий отделом гигиены и реставрации Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки. Тема его выступления – региональный центр этой библиотеки, этапы становления. Здравствуйте, коллеги. Да что ж ты, скажи там, чтобы они нет. Да. Здравствуйте, коллеги. Я покажу презентацию, постараюсь так по-быстрому ее показать, чтобы вы ознакомились, что у нас, как, что и тут происходило и происходит. А потом, если что, вопросы зададите. Так, итак, региональный центр, этап становления. Так, вот история большая. То есть наш отдел в 1935 году был организован. Потом, вот видите, здесь сектор. Но он во всех областных был по этому приказу. С 2010 года создан уже отдел. И с 2013 года у нас уже указом губернатора, тут законодательство внесли, региональный центр. Так. Ну вот, с 35-го где-то по 78-й, тут отдельная история была у нас, оборудование вот было еще дореволюционное такое. Собственно, оно вот сейчас вот фотографии, оно у нас сейчас есть, оно и работает. Это привезли, это история тоже страны, в 35-м году из Харбина привезли. Там была частная переплетная мастерская, когда начались проблемы. Они вместе с мастерской приехали сюда, вместе с оборудованием, переплетчики. И вот с тех пор у нас здесь вот с такими машинами они приехали. Одна из них у нас есть, просто пока еще не собрали ее. Она в разобранном виде. Пришлось разобрать по разным причинам. Вот работали, вот такой швальный станок тоже тех времен. Он отличается, видите, от обычно одну книгу. А тут, видите, он такой, чтобы там поднимается стол для мелкосерийного производства. Структура такая была, заведующий и 2 переплетчика в одном помещении. Вот где-то до 1978 года примерно вот так вот работали. Вот вышел такой указ. Вот здесь он, видите, этим, собственно, приказом и был, что и как надо делать. Изменилось штатное расписание, переплетчики, реставраторы появились. Вот. Вот после 79-го уже, вот видите, добавились еще дезинфекторы. Ну и оборудование другое еще появилось. Он бумагорезный, проволокошвейные машины, картонорезальный станок. Тут был год, когда сократили вдруг ставки еще у нас. Ну и вот фактически тот этап. Я сам здесь работаю с 94-го года. Ну и вот у нас вот в последнее время вот такое вот штатное расписание было. Ну, в 19 году
чуть раньше там вот реставраторы, где-то в 15-м поменять реставраторы, редких, просто реставраторы. Был переплетчик, реставратор, потом 2 ставки реставратора. И дезинфекторов вот появилась сейчас специалист по превентивной консервации. Если кто не знает, можете посмотреть в этом, как он, тарифном этом справочнике, там появилась такая с должностными обязанностями. Ну, направление деятельности, я думаю, как и у вас, и у всех, ничего такого нового нет. Обследование, контроль, стабилизация и так далее, и так далее. Ну, это вот контроль, приборы такие у нас есть. В 2019 году вот тут как раз хранитель, архивные обеспылитель, пылесосы приобрели. Вот такие, как видите. Это переплетные работы. Тоже видите, там написано, что это экспонирующая камера, пресс для горячего теснения. Это вот различные клише и металлические, из фотополимеров. Даже у нас остались исторические цинкографии сделанные. Это вот оборудование переплетное, которое было уже, программа где-то действовала, начала этот федеральный в 2000 году. Ну вот с тех пор начали приобретать понемногу оборудование. Вот это уже где-то в этот период, после 2000 года. Это вот у нас помещение для дезинфекции и обеспыливания отдельное. Такое, то есть стеллажи, где грязные, или потом обеспыльные, продезинфицированные складывать. Стабилизация. Ну, вот сделали сами для измерения такое приспособление, чтобы не линейками делать. Ну, здесь тоже понятно, pH-метры. Он тоже самодельные делали мешалку, чтобы перемешивать раствор для нейтрализации в ведре, чтобы не палочкой там мешать. Это вот тоже обследование фондов. Тут помещение для реставрации у нас. Стол, машина листодоливочная, сушилки. Тоже сами делали сушилку, вот видите, специально эскизик я сделал, потом закупили материалы. Ну, обошлась на тот момент металлические такие где-то 1040-50, это нам 7000 обошлась. Ну, своими силами делали. Ну, это вот некоторые документы после реставрации, карты. Это вот атлас. Первый атлас Российской империи 1745 года. Вот листы из него. Ну, тут комментировать так, посмотреть. И вручную, и на листодоливочные здесь доливали. Это вот уже потом, после этого мы отсканировали еще, чтобы документы, если понадобится где-то выставлять, даже выдавать. И копии, скажем так, напечатания в электронном виде можно напечатать. И в контейнеры, соответственно, убрать. Листодоливочная машина, одна из первых, сейчас, по-моему, уже не выпускает ее, там уже ее доработали, она была не очень, наверное, дальше, но у нас она все равно работает, мои реставраторы пользуются. Вот приезжала Екатерина Михайловна Лоцман с федерального центра, настраивали, мы тут отрабатывали технологии. Там реставратор на фотографии наша, она ездила по этой федеральной программе на стажировке, туда же федеральный центр. Год она там, первый год она ездила ручная реставрация, второй на механизированную. И потом вот здесь. Ну, это вот машина такой. Ну, это вот как раз после реставрации поля доливали на листодоливочной машине. Из лист к листу делали лист в лист тетрадный. Из листового тетрадки делали. Ну, здесь мы еще пробовали на машине. Видите, это разный картон, бескислотные остатки.
Ну, мы на машине отливали еще тут листы бумаги на этой. Там, видите, какие-то остатки, потом по определенной технологии обрабатывали и доливали листы. Ну, занимаемся ликвидацией аварийных ситуаций. У нас то где-то отопление, то иногда крыша подтекает. Слава богу, небольшие объемы. Время от времени бывает. Ликвидируем, просушиваем, беспыливаем, дезинфицируем, если надо. Ну, по программе, когда была федеральная программа, это работало, мы ездили еще, обследовали библиотеки по своему региону. Вот с 10-го, тут по 20-й написано, но по сути по 16-й год. После 16-го года финансирования не было. То есть за это время мы порядка 30 библиотек Нижегородской области обследовали. Ну, то, что нам позволяло, приборы какие, техника, обычно мы еще с собой старались брать. С библиотеками общались, с отдела редких книг специалистов, краеведов иногда брали. То есть у нас такая бригада выезжала, не только по сохранности, то есть и вместе там какие-то им давали рекомендации, обследовали. Ну, это вот некоторые тут вещи, тут не все. Иногда, когда обращаются и по университетским библиотекам, и регионам, если требуется помощь, соответственно, какие-то консультации мы тут даем. Вот Чебоксары в том числе вот обращались, и на свои регионы. Ну и вот по этой же программе, в свое время, пока действовал, мы тут успели сделать контейнеры для регионов. Кстати, могу сказать, что самое действенное в региональных библиотеках. Ну, приезжали, мы им рассказывали, показывали. Даже у нас вот региональные переплетные центры такие создавались. Ну, фактически специалистов у них нет, дела у них там всякие разные. Свои тоже проблемы в районных библиотеках. Самое действенное оказалось контейнеры. Да, тут мы сделали, картон закупали по этой программе, изготавливали, им отправляли. Они убирали, вот видите, в контейнеры. Некоторые вот на фотографиях предоставил. Ну вот, если вкратце, то вот так вот. Если по каким-то будут конкретно у вас вопросики, то я слушаю. То есть вы теперь представляете, что, как мы занимаемся. Замечательно, спасибо огромное. Вообще, мне кажется, так интересно. И вообще мне сразу возникла идея, может быть, на следующий год сразу к вам. Коллеги, как вы думаете? Тем более ваш директор так очень, она самая активная, которая нас поддержала, когда мы вышли с предложением в прошлом году, и в этом году сразу первая откликнулась. То есть очень это хорошо. Спасибо огромное. Коллеги, если будут вопросы, пишите в чате, да? Мы их видим, все вопросы мы можем. И сразу время останется, спросите. Да, конечно. Кстати, говорила Ольга Анатольевна, там она так, может, не обратил никто внимания, не знаю, есть и у вас такая проблема, по поводу реставрационных советов. Как реставрировать? Там реставрационный совет нужен, да, то есть, и там должен быть как минимум специалист второй категории. У нас нет реставраторов. У нас в городе нет таких. У нас тоже нет, правда, этот вопрос решили. Тут, правда, пандемия вмешалась, поэтому опять мы приглашали с иностранки. Сальникову Розу Михайловну приглашали, они приезжали к нам. Мы здесь реставрационный совет созывали, и потом работали уже, сам подготавливались, так что имейте в виду. Ну, хорошо, будем иметь в виду. Мы-то имели в виду реставрационные советы, чтобы, ну, учитывая, что мы так все в онлайн-режим так все ушли, и очень удачно. Ну, можно использовать... Я не знаю, онлайн можно так устроить, потому что это проблема на самом деле. Вроде бы мы должны работать, мы созвали, а сами вроде как не можем. И на самом деле книги, которые подготовили тогда, там были и пергаментные, и с цепью, они сказали, нет, это вот небольшие мероприятия, квалификации ваших реставраторов недостаточно, чтобы работать с этими документами. Поэтому мне это тоже кажется, вопрос для этого... актуальный.
Для этого, может быть, все-таки не актуально приезжать, чтобы смотреть на эти документы. Ну, Потом, значит, какая-то другая форма должна мне быть. кажется, да, надо искать другую форму, и, скорее всего, мы все-таки придем к онлайн-режиму. И мы, в общем-то, обязательно, тем более, что если мы создаем такие республикационные центры, планируем, по крайней мере, их создать, естественно, они должны быть как-то мобильны в общении. И, Нет, просто в некоторых регионах есть специалисты, в том же Томске, насколько я знаю, то есть у них реставраторы уже там второй категории, то есть они сами могут реставрационно. А вот там, где нет, то есть получается так, да, ну, надо думать, давайте предлагайте тоже какие-то варианты. Я так думаю, что нам придется что-то делать в этом направлении, это правда. Советы нужны. иначе можно там понаделать не то, что следует. Спасибо. Спасибо, Юрий Анатольевич, спасибо, Ольга Анатольевна. Слово передаем Национальной библиотеке Республики Марий Эл. Сохранение библиотечного фонда «Подходы и практики Национальной библиотеки имени Чавайна Республики Марий Эл. Наталья Алексеевна Ванюшкина, Ольга Александровна Севрюгина. Здравствуйте, коллеги. Нас хорошо слышно, да? Да. Нас слышно? Хорошо. Начинать мне, да? Национальная библиотека имени Сергея Григорьевича Чавайна располагает уникальным фондом, насчитывающим более 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения. Библиотека формирует национальный библиотечный фонд, в составе которого книжные памятники, обязательный экземпляр документов Республики Марий Эл, в том числе уникальные издания на марийском языке и редкие краеведческие периодические издания. Национальная библиотека с большим вниманием и интересом встретила появление проекта третьего этапа программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Мы выражаем признательность и уважение экспертам и специалистам, работающим над созданием столь значительного программного документа. Вызывает удовлетворение, что основные направления программы предполагают решение практически всех проблем сохранения фондов, являющихся для нас актуальными и полностью совпадают с ближайшими среднесрочными и перспективными планами Национальной библиотеки. Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов, в котором приняла участие и наша библиотека, представил четкую картину состояния физической сохранности фонда, дал возможность получить фактический материал о состоянии фонда, позволил скорректировать и уточнить направление работы с фондом, по-новому определить ее приоритеты. Обладание ценными фондами налагает особую ответственность на обеспечение сохранности, что в свою очередь является гарантией успешного выполнения всех других функций. В библиотеке обеспечивается нормативное хранение фонда, осуществляется постоянный мониторинг влажности и температуры в помещениях, поддерживается санитарно-гигиенический режим. Для сохранности редких и ценных документов применяется метод фазовой консервации, обеспечивающий их всестороннюю защиту. Наши сотрудники самостоятельно изготавливают папки-контейнеры из бескислотного картона, расходные материалы для которых частично были приобретены в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Внедрение метода фазовой консервации осуществляется и применительно к рукописному фонду. Для хранения рукописей изготавливаются специальные папки-конверты. Актуальным продолжает оставаться вопрос о создании страхового фонда на отдельные виды документов. Микрофильмы созданы на газету «Мария Коммуна» за 1933-41 годы, газету «Марийская деревня» за 1925-30 годы, «Марийская правда» за 1931-56 годы и некоторые районные газеты на марийском языке. Поскольку краеведческие газеты остаются документами активного спроса, являясь в то же время очень уязвимыми с точки зрения обеспечения сохранности, необходимо продолжить создание страховых микрофильмов уже в рамках третьего этапа программы сохранения. Основываясь на предыдущем опыте работы, изготовление страховых микрофильмов предпочтительно осуществлять на базе Российской государственной библиотеки. Значительная часть Национального библиотечного фонда напечатана на некачественной бумаге с использованием плохой краски. Для продления сроков эксплуатации документов, имеющих историческую и культурную ценность,
необходима нейтрализация кислотности бумажной основы значительного числа документов из фонда библиотеки. Для планирования мероприятий по массовой нейтрализации документов было проведено pH-обследование части фонда редких краеведческих книг и журналов с применением экспресс-метода с помощью специального карандаша. Это тестер Пен. Для анализа отбирались документы XVIII и начала XX веков. По несколько десятков изданий каждого десятилетия. Обследовано было более 1200 изданий. В библиотеке осуществляется перевод бумажных документов в цифровой формат. Создается национальная электронная библиотека Республики Марий Эл. В некотором смысле цифровые документы являются запасной страховой копией для внутреннего пользования. Одно из направлений работы в рамках создания Марийской электронной библиотеки – это перевод в цифровую форму книг на марийском языке. Другое важное направление – это перевод в цифровую форму редких краеведческих газет с целью сохранения бумажных экземпляров. Для формирования максимально полных комплектов электронных вариантов газет достигнута договоренность с Марийским научно-исследовательским институтом имени Васильева о предоставлении документов для оцифровки из фонда их научной библиотеки. В цифровую форму переведены комплекты газеты «Ишкарала-Кечи» за 1918-27 годы, которые находились в очень ветхом состоянии, и комплекты газеты «Ужара» за 1917-18 годы. Еще одна сфера деятельности в цифровизации – перевод в цифровую форму документов с признаками книжных памятников в рамках проекта «Цифровая культура». Данные о книжных памятниках, имеющихся в фондах Национальной библиотеки, вносятся в реестр книжных памятников Российской Федерации с целью дальнейшей оцифровки и внесения на портал «Книжные памятники Национальной электронной библиотеки». Это ранние издания на марийском языке 17-20 веков, памятники печати региональных типографий России 1831-1991 годов, русская книга гражданского шрифта 18-х, первой четверти 19 веков. Вызывает оптимизм, что проект третьего этапа программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации предполагает возможность модернизации и развития материально-технической базы региональных центров консервации, обновления оборудования и приобретения расходных материалов. Также привлекает внимание совершенно новые идеи оснащения библиотек комплектами оборудования и необходимыми расходными материалами для устранения последствий аварийных ситуаций. Это приобретение набора скорой помощи, позволяющий быстро реагировать в чрезвычайной ситуации и оптимизировать риск утраты документов. И, конечно, особый интерес вызывает план создания сети региональных модельных реставрационных центров, опирающихся на единые методики реставрации, оснащенных по единым рекомендациям с разработанной системой подготовки специалистов, использующих методические материалы, разработанные Федеральным реставрационным центром. По результатам исследований на сегодня свыше 2000 документов Национального библиотечного фонда Республики Марий Эл нуждаются в реставрации. Большое внимание третьим этапом программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации уделяется проблеме обеспечения сохранности фондов в процессе использования. Предварительно нами было проведено обследование деятельности библиотек Республики Марий Эл и отделов фондодержателей Национальной библиотеки по сохранению библиотечных фондов в процессе их использования. В ходе его выяснилось, что основные проблемы концентрируются в сфере финансирования и ненадлежащего состояния материально-технической базы. В то же время полномерно осуществляется комплекс мер по обеспечению сохранности фондов, которые не всегда требуют больших материальных вложений. В Национальной библиотеке остроту проблеме придают как общие для всех библиотек тенденции: увеличение доли фондов открытого хранения, многократное копирование документов с применением фотосъемки, в том числе любительской, так и особые условия нашей библиотеки – размещение фондов на время реконструкции библиотечных зданий в помещениях временного хранения. Большим нашим достижением является осуществление реконструкции одного из корпусов библиотеки – это исторического здания. Так что впереди у нас переезд и размещение фонда в отреставрированных помещениях на новом оборудовании с соблюдением всех нормативов хранения. Вообще, многие вопросы работы с фондами в нашей библиотеке, которые долгое время были проблемными
имеет хорошую динамику положительного решения. Произведен косметический ремонт в большинстве отделов фондодержателей. Так, в главном корпусе библиотеки за последние 3 года отремонтировано 83% площадей, предназначенных для обслуживания пользователей, и 67% площадей, занятых под фонды. Одним из аспектов работы по сохранению фондов в процессе использования является проведение просветительской работы с читателями и пользователями библиотеки, особенно с молодым поколением. Мы стремимся добиться того, чтобы посетители нашей библиотеки воспринимали книгу не только как источник текста и информации, а представляли ее как предмет со многими культурными значениями и связями. Мы знакомим их с лучшими книжными образцами разных периодов, с настоящими шедеврами книжного искусства, чтобы способствовать развитию ценностного отношения к книге и библиотеке. В нашей просветительской деятельности применяются распространенные библиотечные практики: обзоры, лекции, уроки беседы, тематические экскурсии, игровые театрализованные программы, встречи с интересными людьми, социокультурные акции. Также на этих мероприятиях происходит знакомство с материалами изготовления и элементами книги, с правилами обращения с книгой. Разработана увлекательная программа «Книжные редкости» из библиотечного шкафа, которая позволяет познакомиться с лучшими памятниками отечественной книжной культуры XI-XVI веков и необычными коллекциями, старинными изданиями из кожи и ткани, книгами-фолиантами и миниатюрными изданиями, книгами с высоким качеством полиграфического и художественного исполнения. Нашими находками в работе являются мастер-классы «Искусство виньетки», «Вокруг каллиграфии», пользуется популярностью творческое занятие «Искусство первой буквы», на котором можно попробовать свои силы в написании буквицы и познакомиться с искусством иллюминирования украшений старинных книг. Буквицы бывают самые разные, замысловато переплетенные, декорированные пышным орнаментом, с фантастическими цветами и невиданными созданиями, с вписанными в них миниатюрами, сияющими золотом и серебром. Собрание уникальных коллекций Национальной библиотеки стали основой для проведения научных исследований по истории книги, истории словесности. Мы поддерживаем связь с педагогами из школ, гимназий, колледжей и высших учебных заведений Республики Марий Эл. Тесное сотрудничество с Поволжским технологическим университетом и Марийским государственным университетом дает возможность студентам выполнять научные работы на базе фонда отдела редких книг, а также проводить практические занятия и семинары с использованием первоисточников. И замечательным примером является сотрудничество нашей библиотеки с Марийским политехническим техникумом в реализации совместных проектов по краеведению и истории книжной культуры. В заключение необходимо подчеркнуть, что Национальная библиотека имени Сергея Григорьевича Чевайна осознает всю важность и сложность комплекса мер, проблем по сохранению фондов и свою ответственность за предоставление возможности пользоваться нашими книжными богатствами будущим поколениям. А наше сотрудничество с библиотечным сообществом и совместные действия в рамках программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации будут способствовать реализации этой цели. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. И у вас нет сектора консервации как такового, у вас вся работа проходит в отделе редких книг? У нас есть сектор гигиены и реставрации. У меня выключился звук, что ли? Непонятно. А коллеги, у нас осталось, написали, что осталось 9. У нас есть сектор реставрации и гигиены, имеется в библиотеке. Понятно. Больше акцент был сделан на редкую книгу, поэтому как бы Да. по работе с редкой книгой. Понятно. Коллеги, если есть вопросы, у нас осталось 8 минут до подключения. У нас как-то так мы идем то быстро, то... Простите, пожалуйста. Очень приятно было увидеть слайды из нашего учебного класса. Очень приятно, что это отложилось, и, в общем-то, вы использовали, и, видимо, хорошие такие впечатления увезли с собой. Если возможно, пару комментариев, насколько это было полезно, насколько эта учебная программа, она вот реально дает практические знания. Нам это важно, если можно. Комментируйте, пожалуйста.
Программа обучения была замечательная и была очень полезная. Вот такое ощущение, что открылись какие-то новые горизонты, и у нас скорректировались планы, у нас намечены структурные изменения в библиотеке. И я очень надеюсь, что наша библиотека станет активным участником вот реализации вот этой программы, потому что как раз планируется внедрение новых ставок, новых структурных образований. То есть мы будем развивать активно именно направление реставрационной в нашей библиотеке. Спасибо большое. Очень прекрасные новости. Спасибо. Мы тоже обратили внимание на эти кадры. Дело в том, что у нас Земфира Георгиевна тоже была на обучении и тоже хочет 2 слова буквально добавить. Я хочу сказать, что действительно вот такие программы, вот как нам удалось 2 недели проучиться в Российской государственной библиотеке в сентябре, такие программы, они просто необходимы. Без них невозможно организовать работу в регионах. И вот очень, по-моему, это правильно, что такая программа, она реализуется в преддверии запуска вот 3-го этапа программы сохранения библиотечных фондов. Здесь у нас вместе с нами учились коллеги из других регионов, которые начинают все с нуля практически. И вот для них это было, конечно, необходимо, но это необходимо и для тех, у кого есть кое-какой опыт, потому что нам была предоставлена прекрасная возможность развиваться дальше, получить консультации, наставления ваши, и было это нам очень полезно. Спасибо. Спасибо большое за такие хорошие слова. Я обязательно передам всем организаторам. Радовалась не одна я, потому что эта программа состоялась. Спасибо большое. Всех коллег призываем принять участие, да, в этой программе, кто не был. Ну что, у нас остается тоже время для вопросов. Я считаю, что пока вот нам не скажут, что пора отключаться, вот осталось буквально 3-4 минутки, или переподключаемся. Коллеги, что скажете? Если есть вопросы, задавайте вопросы. Комментарии. Пока есть возможность. Ольга Анатольевна, у меня к вам вопрос, если вы... Да, пожалуйста. Как раз я хотела задать тоже вопрос, если возможно, потому что я не знаю... Да, получили ли коллеги наши просьбы дозаполнить анкеты? То есть мы еще направляли в библиотеке анкеты с просьбой предоставить дополнительную информацию для проектирования нашей деятельности в последующие 10 лет. Есть ли какие-то затруднения с заполнением анкеты? Пока нет. Чтобы вы не думали, что это мы вот как-то пытаемся дозагрузить вас работой какой-то, ни в коем случае, просто нам эта информация необходима для создания проекта ресурсной базы, то есть то, что мы будем закупать и поставлять. Нам эти сведения очень нужны. Поэтому спасибо большое. Ольга Анатольевна, ответить. Хорошо. У нас был вопрос, там 3-й и 5-й пункты, они, в общем-то, в принципе, совпадают. Мы, конечно, поняли, что там в 3-м пункте оборудование, а в 5-м, наверное, материалы. Мы правильно поняли? Мы как бы еще не отправили ответ, потому что сегодня, думаю, после семинара отошлем. Да. Значит, 3-й и 5-й пункт. 3-й пункт – это то, что вы считаете, что вам необходимо для, есть какой-то определенный у вас программа действий ваших, да, вы придерживаетесь какой-то концепции развития, и вот для этого вам необходимо определенное оборудование. А 5-й пункт – это в том числе, конечно, и материалы, но и еще какие-то пожелания, то, что вы еще пока не представляете, как вы это, возможно, могли бы внедрить у себя, но считаете, что это тоже как бы вот определенное развитие для вашей библиотеки, и вы это оборудование тоже бы хотели иметь. Так что, если вы сможете... Спасибо большое, спасибо. Какая градация? А то ждали прям, как ответить. Еще, Ольга Анатольевна, если успеваем, сам просила меня Марина Владимировна узнать, какой самый главный критерий, вот на ваш взгляд, для создания модельного регионального центра? То есть это... Знаете, нельзя так сказать, да, главный критерий. Тут должны сойтись, в общем-то, несколько таких вот сочетания факторов, наверное. Во-первых, желание региона. Самое главное, чтобы была поддержка и региональных властей, и, безусловно, руководства библиотеки. То есть было решение, чтобы это решение было осознанным, руководящий состав понимал, на что он идет, что должны будут выделиться площади, должно быть какое-то софинансирование проектом.
И чтобы, безусловно, руководители понимали, что это определенный вектор развития, ну, минимум на 10 лет, а вообще есть ли смысл создавать что-то на 10 лет, понимаете, да? Вот, это один из факторов. Второй, конечно, мы будем смотреть по результатам мониторинга, насколько важно, актуально и правильно создавать именно в этой библиотеке, каковы ее проблемы, в каком состоянии фонда и так далее, и, соответственно, будем смотреть еще на это. Все, спасибо огромное. И хочу представить нашего следующего выступающего. Это Саят Документов Национальной библиотеки Республики Татарстан. Его выступление называется «О работе отдела гигиены и реставрации документов Национальной библиотеки Республики Татарстан». Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать в этом межрегиональном семинаре практикуме. Я являюсь заведующим отдела гигиены и реставрации документов Национальной библиотеки Республики Татарстан. Приношу свои извинения, что у меня нет презентации, я не успел физически, просто у нас сейчас библиотека переезжает в новое, более специализированное здание. Мы заняты переездом, расстановкой фондов. Хочу вас познакомить коротко о работе нашего отдела. Наш отдел гигиены и реставрации документов был создан в 1994 году. Сначала работал только один переплетчик долгое время, потом еще один обучался. И так на сегодняшний день у нас сегодня 4 сотрудника, включая меня. Наши сотрудники проходили краткосрочные стажировки, обучались в Москве, в Санкт-Петербурге. Руководство республики, понимая необходимость сохранности также фондов, книг, документов, принял также программу сохранения, изучения и развития государственных языков Республики Татарстан и других языков Республики Татарстан на 2014-2020 годы. И по этой программе наши сотрудники успели пройти краткосрочные стажировки по переплету, по листовой реставрации ручной, по изготовлению контейнеров, а также экспертиза состояния паспортизации библиотечных фондов. В основном стажировки прошли в Федеральном центре консервации библиотечных фондов в городе Санкт-Петербург. У нас отдел на сегодняшний день оснащен, конечно, минимум оборудования, к сожалению. Но надеемся вот на новом помещении на следующий год. Более просторное помещение должно быть. И надеемся, что поставят необходимое оборудование, и наши сотрудники будут обучаться работе на этих оборудованиях и увеличение также штата. Наши сотрудники все занимаются одной и той же работой. Мы все переплетчики, как бы реставраторы, все в одном. К сожалению, надеемся, что уже в новом помещении у нас будут отдельные переплетчики, отдельные реставраторы. Надеемся, что обучить по листовому реставрации ручному дополнительно и механизированной реставрации. Надеемся, что приобретем листодалевичную машину также. И более еще необходимое оборудование. С кожаным переплетом у нас на сегодняшний день работают 2 сотрудника из 4. Также один сотрудник занимается изготовлением контейнеров из бескислотного картона для отдела рукописи и редких книг. Так. Также мы занимаемся мониторингом температурно-влажностного режима в хранилищах. Надеемся, вот уже в новом хранилище у нас будет уже автоматизировано все это, будут стоять логгеры. Надеемся, что в последующем уже более так, специализированно, и для этого будут отдельные сотрудники, также обученные. Надеемся, что дорастем до регионального центра консервации библиотечных фондов. Если коротко, спасибо за внимание. Вроде у меня все, что я успел сказать. Если есть вопросы, буду рад ответить.
у меня единственный вопрос у вас. Вы сидите сейчас в своем секторе? Да, в своем отделе. Ну, У вас уже ремонт сделали? Небольшая мастерская, да. Ага. После реконструкции, я так понимаю, что у нас, дорогие коллеги, у нас такая интересная программа ожидается на ближайшие 5 лет. Мы посетим Национальную библиотеку Мариэл, которая будет отремонтирована. Следующий год, наверное, еще не готова будет, но следующий год, наверное, Нижний Новгород, потом Мариэл, да, как по мере, и Татарстан. Все Да, посмотрим сразу новые реконструированные здания, помещения, оборудование. Желаем вам, чтобы у вас все, что вы запланировали, чтобы у вас все осуществилось, и все материалы и оборудование, которое вы нам сейчас говорили, было приобретено, и более того, и сверх того тоже. Спасибо. Спасибо огромное. Обязательно будем созваниваться, встречаться. И завершаем мы нашу работу нашего вебинара, семинара онлайна выступлением Земфиры Георгиевны Беловой, заведующей сектором консервации Национальной библиотеки Чувашской Республики, которая расскажет о 3 этапах развития нашего сектора. С презентацией. Будет презентация. Одну секундочку. Добрый день, дорогие коллеги. Меня слышно, да? Да, Можно начать. Выделение 3 этапов развития сектора консервации нашей библиотеки условно. Оно тесно связано с этапами реализации программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Ведь именно благодаря проектной деятельности по этой программе осуществлялась подготовка кадров, создание и развитие сектора как регионального центра консервации документов. Первый этап подготовительный. 2003-2006 годы. На базе переплетной мастерской библиотеки был создан сектор консервации. Так, что-то не сработало. Ну, я продолжаю, тут технический момент. На базе переплетной мастерской библиотеки был создан сектор консервации. Началась проектная деятельность по направлению консервации библиотечных фондов. Программе сохранения библиотечных фондов с реализацией проекта экспертиза и мониторинг Национального фонда библиотеки. Комплексное обследование условий хранения документов проводили сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов. Заключение по результатам обследования содержало замечания и рекомендации, которые были учтены в ходе реконструкции здания библиотеки в 2006-2009 годах и в дальнейшей работе по обеспечению сохранности фондов. Усилия не пропали даром. Повторное обследование, проведенное в 2011 году сотрудниками Федерального центра консервации, показало, что условия хранения стали гораздо лучше и в основном соответствуют требованиям, предусмотренным соответствующими ГОСТами. Тогда же, в 2013 году, были сделаны первые шаги по подготовке специалистов. Первая стажировка в Федеральном центре консервации библиотечных фондов, обучение в АПРИКТ и участие во всероссийском семинаре обучающем в Федеральном центре консервации библиотечных фондов по дезинфекции библиотечных документов. Кроме того, одна сотрудница нашей библиотеки начала обучение в АПРИКТ по специальности администратор-хранитель фонда. Было положено начало организации фазового хранения ценных документов, 100 книг из редкого фонда были помещены в контейнеры из бескислотного картона, изготовленные в Федеральном центре консервации. Второй этап – это
с 2007 по 2016 годы это годы активной проектной деятельности по федеральной целевой программе «Культура России» под руководством Федерального центра консервации. В 2007 году в рамках проекта развития сектора консервации началось оснащение сектора консервации нашей библиотеки оборудованием. В дальнейшем заявки на реализацию проектов по программе сохранения библиотечных фондов России подавались ежегодно. Все они поддерживались и успешно реализовывались. Было реализовано 10 проектов, направленных на развитие деятельности по консервации библиотечных фондов в регионе. Названия проектов разных лет различались, но их цели и содержание в основном совпадали. Средства направлялись на повышение квалификации специалистов в области сохранения документных фондов, на приобретение материалов для консервации, переплета и реставрации документов. В ходе реализации проектов сотрудники библиотеки принимали участие в различных всероссийских и международных мероприятиях в Федеральном центре консервации библиотечных фондов в Петербурге, в Российской государственной библиотеке и библиотеке иностранной литературы в Москве, в Тверской областной библиотеке, а также в Центре по сохранению и оцифровке Национальной библиотеки Финляндии. Полученными знаниями и навыками мы всегда делились с коллегами. С этой целью для сотрудников библиотек, музеев, архивов Чувашии ежегодно, начиная с 2003 года, проводили обучающие семинары и мастер-классы, на которых были рассмотрены все аспекты проблемы обеспечения сохранности документов. Проводили не только республиканские, но и межрегиональные семинары с участием коллег из Мариэл, Татарии, Владимира, Пензы. Очень ценно, что многие обучающие мероприятия проводились в нашей библиотеке с участием высококвалифицированных специалистов из Федерального центра консервации библиотечных фондов. К нам приезжали и проводили они различные семинары на различные темы. Например, вот в 2013 году провели семинар «Деятельность региональных центров консервации библиотечных фондов», межрегиональный семинар. И на этом семинаре Лоцманова Екатерина Михайловна провела прекрасные мастер-классы. В 2016 году межрегиональный семинар «Обеспечение сохранности библиотечных фондов. Основные технологии переплета документов» провели художники-реставраторы первой категории из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Тоже был очень интересный семинар. Уделялось внимание тут прежде всего практическим нашим знаниям. Пожалуй, одна из самых эффективных форм повышения квалификации – это стажировки в ведущих центрах консервации страны. За годы нашего участия в федеральной целевой программе «Культура России» в Федеральном центре консервации библиотечных фондов состоялась стажировка 3 наших сотрудников. По направлению переплетное дело, по приемам ручной и механизированной реставрации бумажной основы документов и по вопросам организации работы Центра консервации документов. В 2014 году координатор Федерального центра консервации Екатерина Михайловна Лоцманова провела мастер-класс по механизированной реставрации бумаги на листодоливочной машине для сотрудников сектора консервации в Чебоксарах, в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Реализация проекта организации работ по массовой нейтрализации кислотности бумаги, ценных краеведческих документов в Федеральном центре консервации позволила провести нейтрализацию кислотности более 3000 экземпляров документов из нашей библиотеки. Это краеведческие издания, а также книги из коллекции «Домашняя библиотека братьев Таланцевых». Ну, чем ценны краеведческие документы, объяснять, говорить здесь не нужно. Чуть-чуть скажу про братьев Таланцевых. Это успешные предприниматели,
XIX, начала XX веков известны своей широкой благотворительностью. И у них была собрана прекрасная библиотека на 3 европейских языках, и часть этой библиотеки, сохранившаяся часть, была передана в Национальную библиотеку Чувашской Республики и составила основу редкого фонда. В ходе реализации проекта реставрации газеты «Красная Чувашия» в Федеральном центре консервации библиотечных фондов за 2 года осуществлена полная реставрация номеров газеты с января 1938 года по февраль 1939 года. Реставрация позволит не только обеспечить доступность, но и сохранность газеты «Красная Чувашия» как исторического документа, одного из важнейших составляющих духовного и материального богатства, культурного и информационного потенциала нации. Третий этап мы отсчитываем с 2017 года и по сегодняшний день, когда прекратилось финансирование программы сохранения библиотечных фондов. Мы вынуждены были прервать несколько проектов по массовой нейтрализации кислотности бумаги, документов, по реставрации ценных документов и стажировки сотрудников ведущих центров страны. Это большая потеря для нас, но работа по всем направлениям продолжается. Федеральная целевая программа дала толчок для дальнейшего развития. Мы освоили новые для нас технологии, ведем системную работу по обеспечению сохранности документов. Нашей прямой обязанностью является переплет, ремонт и частичная реставрация библиотечных документов, изготовление контейнеров из бескислотного картона. Основное внимание уделяем при этом краеведческому фонду. По необходимости проводим дезинфекцию документов признаками биоповреждений, проводим полистное обеспыливание документов. Также ведем мониторинг условий хранения и состояния фондов в Национальной библиотеке с помощью приборов и в библиотеках региона методом анкетирования. Поддерживаем чистоту в хранилищах, обеспыливанием занимается, конечно, у нас весь коллектив. Это мониторинг условий хранения в Национальной библиотеке. И вот тут по итогам мониторинга условий хранения и состояния фондов библиотек региона у нас на семинаре идет обсуждение итогов. Очень нам помогло то, что благодаря федеральной целевой программе была укреплена материально-техническая база сектора. Мы получили оборудование, в том числе у нас имеется листодаливочная машина и вакуумный стол. Листодаливочную машину нам передали из другой организации, своей же, в городе Чебоксары расположена. Но мы там проводим механизированную реставрацию бумаги. Материалы мы закупили по проектам и сейчас продолжаем покупать. Нас поддерживает наш учредитель Министерства культуры Чувашской Республики. И также на закупку материалов и иные цели мы используем внебюджетные средства. Продолжается есть у нас и самодельное оборудование, например, вот подсвет настольный и диски переплетные. Мы продолжаем методическую поддержку наших библиотек, а также архивов и музеев.
регулярно проводим республиканские обучающие семинары и мастер-классы, в том числе выездные. Теперь уже не только офлайн, но и онлайн. В 2018 году организовали виртуальную мастерскую на платформе группы ВКонтакте «Чтение в меняющемся мире». Это была акция, которая продолжалась чуть более месяца. За это время опубликовано около 70 сообщений, в том числе 10 фотоуроков с пошаговыми инструкциями по ремонту документов. Активно принимали участие в виртуальной мастерской библиотеки республики. Они задавали вопросы, рассказывали о том, как сами ремонтируют книги, ведут работу по обеспечению сохранности фондов. С 2019 года в виртуальном методическом кабинете нашей библиотеки организовали раздел обеспечения сохранности библиотечных фондов. Издаем методические материалы. На сайте библиотеки есть страничка нашего сектора. Мы рассказываем и коллегам, и читателям о себе, говорим о необходимости сохранения библиотечных фондов, и вот проводим экскурсии, рассказываем о своей работе населению. Проводим мастер-классы для детей, обучаем пользователей библиотеки приемам ремонта книг. Занятия эти интересны, востребованы, порой приносят неожиданные результаты. Например, недавно одна из мам, которая приводила на экскурсию детей, подсказала нам адрес организации, где имелись ненужные наборы переплетные. И вот эти наборы теперь у нас. Они учебные, но вполне работоспособные. Это переплетный пресс и сшивальный станок. Численность сотрудников нашего сектора сохранилась, 4 работника. Новых обучали своими силами. Этого явно недостаточно. Необходимо обучение и стажировки у профессионалов. Ведущие центры консервации поддерживают нас советами, рекомендациями. И мы ежегодно участвуем в международном научно-практическом семинаре «Реставрация документа, консерватизм и инновации в Российской государственной библиотеке». В этом году мы воспользовались прекрасной возможностью пройти здесь двухнедельное обучение по специальности реставрации переплетов. Сейчас наша сотрудница проходит дистанционное обучение в Федеральном центре консервации по программе аварийной ситуации в библиотеках, предупреждение и ликвидация последствий. В этом году мы приняли участие также во всероссийском мониторинге состояния библиотечных фондов. Сейчас ожидаем начала 3-го этапа программы сохранения библиотечных фондов России. Надеемся поднять на новый уровень системную деятельность по сохранению документного фонда республики. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, мы ответим на вопросы. Так, вопросов нету. Спасибо всем огромное за активное участие, за оперативность, за мобильность и вообще в нашей практике это первый такой вебинар нашего отдела. И все прошло хорошо. Я думаю, что это благодаря вам тоже. Сообщения ваши были очень интересные. Нам было очень интересно узнать, как вы работаете, как же вы живете. Спасибо, Ольга Анатольевна, за прекрасное сообщение ваше. Надеемся, что будем еще проводить подобное мероприятие. С надеждой на дальнейшее сотрудничество. Кто-то что-то скажет или будем прощаться? Да? Или надо включить? Они сами включаются в микрофон. Кто что хочет сказать, скажите. У нас еще времечко немножко есть. Еще 10 минут осталось до конца подключения. Коллеги. Или прощаемся? Непонятно.
Да, прощаемся, киваем головой. Спасибо большое всем. Да, большое спасибо всем за очень интересную программу. Спасибо, очень интересно узнать, чем вы живете, какие у вас новости, что у вас происходит. Я думаю, что мы в новом году будем встречаться. В таком ли формате, в очном ли формате. И спасибо большое Земфире Георгиевне, что она вспомнила и про наш научно-практический семинар, который будет. Я очень надеюсь, что он будет точно в апреле следующего года. И я вас всех приглашаю, пожалуйста, приезжайте. Дай Бог, что эту болячку мы с вами победим. Ссылку на запись мы обязательно пришлем, где будут размещены мастер-классы наши, которые мы сегодня не посмотрели. На канале YouTube нашей библиотеки, то есть тоже сразу можно выйти и посмотреть, у нас там все по разделам будет сделано. Спасибо всем огромное. Спасибо. Всего вам доброго. Успехов всем в работе нашей. Полезной, нужной, непростой. Спасибо огромное.